«Северный поток-2». Российское судно «Академик Черкский» начало укладку труб для газопровода «Северный поток-2» в водах Дании. Давайте послушаем цитату и продолжим. После успешного прохождения морских испытаний судно «Академик Черкский» приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительно экономической зоне Дании. Баржа «Фортуна» продолжает трубоукладку. Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями. «Северный поток» все же достроят? Вы знаете, сложный вопрос, учитывая то противодействие, которое осуществляется и внутри Европы со стороны восточноевропейских стран, которые входят в ЕС, и со стороны самого главного противника этого дела США. То есть большие сомнения в плане этого дела, но и серьезные силы внутри Европы и в России подключены к этому процессу. Кстати, по вот этой публикации, о которой вы говорили, по факту того, что российский корабль приступил к укладке, тут еще нужно проанализировать ситуацию. Россия неоднократно заявляла, и мы прекрасно знаем, что в России нет кораблей, нет возможности самостоятельно осуществлять прокладку. То есть, когда они заявляют, что они приступили, это не значит, что они кладут трубу. Они могут делать какие-то сопутствующие действия, что-то там готовить, какие-то вопросы решать, но непосредственно прокладкой технических возможностей у России осуществлять такую прокладку труб в настоящий момент нет. Я думаю, «Академик Черкский» тоже не может это сделать? Нет. Судя по оценкам европейских экспертов, американских экспертов, да, собственно, и российских экспертов, они подтверждают, что в настоящий момент у России нет таких технологий, чтобы самостоятельно осуществлять прокладку труб. То есть я думаю, что они занимаются в настоящий момент имитацией, и это не более чем информационное сопровождение, опять же таки нацеленное на внутренние целевые группы в России. Хотя абсолютно не стоит исключать того, что определенная поддержка со стороны, прежде всего, Германии и Франции осуществляется, так как они крайне заинтересованы в создании будущего газового хаба. И об этом, скажем так, недвусмысленно заявила недавно Меркель, которая четко сказала, что Германия стоит на позиции того, что нужно достраивать «Северный поток-2». Если предположим, что «Северный поток-2» достроили и даже запустили, что это будет означать для Украины? Вы знаете, вопрос достаточно сложный и многогранный. Во-первых, что это будет означать для Украины в плане военной опасности? Это будет означать, что Россия через Южный поток, через два северных потока сможет обеспечить необходимый для Европы трафик газа для того, чтобы поддерживать выполнение своих контрактов. Это означает, что на территории Украины у России будут развязаны руки. Почему Россия в 2014 году и сейчас не развязала широкомасштабную агрессию? Потому что вся Украина, она буквально покрыта этой газотранспортной системой. И нападение, и открытая широкая война, она просто как бы прекратится поставка газа в Европу, сорвутся контракты, а Европа очень не любит, когда такие вещи происходят. Соответственно, Россия потеряет. А для России газ и нефть — это 60% поступлений в бюджет. То есть, прежде всего, это военная опасность. Далее, мы потеряем несколько миллиардов долларов за транзит. Вот. Опять же, мы потеряем очки на уровне международных дипломатических отношений, способы давления и так далее. То есть это будет достаточно серьезный, ощутимый, не смертельный, но достаточно серьезный, ощутимый удар по позиціям, по геополітичним позиціям України. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсаголос Олександр Корбан був з нами на прямому зв'язку. Ментор в Центрі протидії інформаційним агресіям АМПМ.